Машдуал, сам Сырноглас. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Наступил Новый год по календарю. Я надеюсь, у всех все хорошо. Еще раз вам желаю в этом году здоровья, самое первое, мира, счастья, любви. Что если должны создать новые семьи, чтобы это получилось в этом году, в том числе и у моих сыновей. Если кому-то нужно, чтобы появился малыш, чтобы он у вас обязательно в этом году появился, но чтобы у нас у всех было все хорошо. Мира нам, счастья, благоденствия, милости Всевышнего, чтобы все у нас было хорошо. Ну, надеюсь, праздники уже в принципе отмечен, да, ну не праздники, а праздник отмечен. Вы входите в свое русло. Мы как таковой праздник не отмечали. 31-го мы были на садаке, который делал двоюродный брат моего мужа, но я не снимала. Не знаю, как-то не было настроения, наверное, снимать. Там было очень много людей, большая садака, большую милость. Каждый год это делают, простите, что это я. Каждое 31-е мы там собираемся, готовим, все такое. Но в тот день лепешки печь не надо было. И я была недолго. У меня были заказы в этот день, очень была уставшая, конечно, но все-таки пошла, посидела, пообщались мы там, поели, попили. Я, правда, на правильном питании, чуть-чуть отошла от своего питания, но не намного. Ну, вот так вот, друзья, вот так вот прошел у меня 31 декабря, можно сказать, новогодняя ночь. Почему-то чуть-чуть подскочило давление, но не высокое, не критичное, 140, но очень сильно болела голова. Я прилегла и, представляете, заснула. Так что у меня плавно перешел день, можно сказать, Новый год. Старый год перешел в Новый год незамеченным. Я не дождалась 12 часов. Ну и вот так вот он наступил. Надеюсь, он вот так же будет спокойным, плавным. Очень хочу в это верить. Верю, что Всевышний сделает все, чтобы у нас было хорошо. Самое главное мира, друзья. Я уже сама позавтракала. У нас так вот у диетологов говорят, что в первую очередь завтракайте сами, а потом уже кормите семью. Ну, это, наверное, чтобы у нас не было перекусов. Когда мы что-то готовим, мы все-таки раз и что-то берем в рот. Вот. И я тоже это взяла за правило. В первую очередь встаю, сейчас на намаз нужно вставать ближе к 6, поэтому никаких проблем нет. Встала, уже больше ложиться не надо. После намаза пью водичку и через полчаса иду готовить себе завтрак. Быстренько готовлю завтрак. В это время, в зимний период, мои еще спят. Мама тем более. Может, она и не спит, но она не встает. Она встает около 9 часов только. А так она говорит: да я не сплю, я всегда бодрствую. Пожилым людям кажется, что они не спят, потому что они часто просыпаются. И вот теперь я хочу просто для мамы сделать лепешку кукурузную, которую я делаю себе на правильном питании. Мне она очень понравилась. Она понравилась всей моей семье, если честно, даже деткам. Когда здесь были Мухаммед и Аишка, они тоже с таким удовольствием поели эту лепешку, вы просто не поверите. Так что, раз она такая вкусная, я ее тоже вам хочу показать. Я на кукурузной муке делала и эти пирожки, и кукурузный хлеб. У меня на своем питании, на том, когда я в тот раз была, у меня был еще кукурузный блин. Если честно, мне кукурузный блин как таковой не очень-то понравился. Вот рисовый блин мне зашел, а кукурузный блин тогда мне не нравился. Ну а вот эта вот кукурузная лепешка мне очень понравилась, и, как я сказала, даже деткам. Ну, если вы сами знаете, если детям это понравилось, то понравится и взрослым. Так что хочу вам тоже предложить, может, кому-то будет интересно. Сейчас я переверну камеру, и мы с вами сделаем для моей мамы завтрак. Ну вот, мои дорогие, тут много чего не нужно, но нужен, конечно, творог. И вы знаете, на правильном питании этот творог очень всех выручает, потому что даже сладкие блюда на правильном питании делаются с творогом.
обязательно. Так, я сразу же поставлю разогревать сковородку, потому что ничего такого тут нет. Просто соединить ингредиенты, которые я поставила. Сейчас я вам скажу, какие. Так, лепешку будем жарить на топленом масле. Если вы хотите, вы можете, конечно, и на этом. Но я положу буквально немножечко. Вы можете на подсолнечном, но топленое масло или сливочное масло на правильном питании рекомендуется. Ну, у нас как жареного очень мало, но все-таки иногда оно есть. Также и этот блин у нас тоже на топленом масле. Поэтому на правильном питании топленое, сливочное, кокосовое масло и оливковое масло считается очень хорошим и полезным. Так, ну я сразу же подготовила ингредиенты, чтобы время не тратить. Значит, что мне нужно? Тут у меня 50 грамм творога, 35 грамм кукурузной муки, 80 грамм кефира. Я могу немножко, может быть, неправильно назвать. Сейчас посмотрю рецептик, чтобы вам было точно. Так, и, наверное, кто не знает, я пошла и на третий тур, можно сказать так. Да, 50 грамм творога, кефир, одно яйцо, 35 грамм муки. Ага, вот что я не подготовила. Я не подготовила, друзья, зеленый лук. Сейчас подготовлю. Ну вот я сразу положила сюда, нашинковала зеленый лук. Но без зеленого лука тоже это прекрасно все получается. Так, теперь яйцо, кефир. Немножко посолим. Хотите, можете поперчить, я не буду. И немножечко соды, друзья. Ну вот прямо вот щепоточку, как будто бы мы солим, да? Все перемешаем и потом добавим кукурузную муку. Мне очень понравился этот завтрак. Я его уже взяла себе на заметку, записала. Если вдруг даже что... У меня есть, конечно, все эти рецепты, но вот потом, когда уже не буду в марафоне, я его часто буду себе готовить. Потому что, как я сказала, действительно он мне очень понравился. Могу хоть каждый день эту лепешку есть. Она и сытная, и вкусная. Просто я не знаю, ну, я ее спрошу, конечно, сколько это калорий, чтобы знать. Сейчас-то на данный момент, когда мы на марафоне, мы не заморачиваемся, считая за нас в меню уже все посчитано по килограммам. У нас там 3 группы, кто-то до 80 килограмм, кто-то после 80 и некоторые после 100. Три таких вот группы. И, к сожалению, я до Нового года не вышла, но надо было мне. Мне бы хотелось, чтобы, если кто-то хочет, друзья, участвовать в марафоне с 1 января, но уже поздно, наверное. Следующий марафон будет 1 февраля. Если вы хотите, я оставлю обязательно в комментариях, оставлю номер телефона. У меня многие спрашивали, я отдала, некоторые девочки из моего ютуба, ну, подписчицы, перешли к ней. И я надеюсь, что еще будут желающие. И не думайте, что это там проплаченная реклама или что. Мне просто очень понравилось самой, что я худею. И скажу вам честно, это не очень легко. И вот так вот заливаем в согретую сковороду. Но если кто-то не хочет, если у меня тоже антипригарное, но тем не менее масло тоже иногда нужно обязательно организму. Поэтому оно с маслом. У нас есть сырники там без масла. Но есть много рецептов, где масло не добавляем. А сюда вот именно масло, чтобы было масло. Немного, но чтобы было. Вот. Если вы хотите заняться правильным питанием, заходите, друзья, заходите, участвуйте, посмотрите, попробуйте. Пробовать еще никто не запрещал. Так, и прикроем крышкой. И все. Подождем немножко.
пока она с одной стороны пропечется, и потом на другую сторону перевернем. Так что вот так вот. Приходите к нам в наши ряды похудевших, постройневших. Вообще сейчас я очень много смотрю этой информации. Худеющие не говорят, что худеют, говорят, стройнеют. Ну, мне уже практически, я если даже сейчас удержу, друзья, мой вес нынешний, мне этого хватит. Я не хочу сильно худеть, как я уже и в начале вам говорила. Еще килограмма 3 и мне хватит. Может, кто-то не знает, кто-то знает, немногим уже говорила. Вроде бы так посмотреть, явно не видно, что я похудела настолько, но я похудела на 9 килограмм, вернее, постройнела. Ой, уронила микрофон. Я постройнела на 9 килограмм, друзья. И немножко объясню, некоторые меня там спрашивали, что по здоровью или из-за того, что там у меня диабет. Нет, у меня нет никакого диабета, у меня со здоровьем все, алхамдулилла, относительно нормально. Так, звонила Мадина, дочка моя. Вечером приедут. Так, тут для внуков прислали огромный киндер-сюрприз. И вот видите, какая лепешечка. Раз, и все. А запах какой. Я даже сыта, и то бы с удовольствием сейчас бы поела эту лепешечку. Так что, друзья, приготовьте. Вот это вот одна лепешка на одного, на один прием одному человеку. Легко и просто. У меня очень многие спрашивают рецепты про кукурузную, про кукурузную муку. Вот как раз таки, если кукурузный хлеб не получается, например, на покупной кукурузной муке, которая продается, у нас-то она грубого помола, домашняя. А вот эти лепешки получатся у всех. И настолько быстро, и незатратно, и дешево, и экономно можно позавтракать. Вот. Посчитайте, там сколько у вас человек в доме, да, вот 3-4 приготовить. Копеечный рецепт, можно сказать. Самое главное, сытно и вкусно. 2-3 ложечки сметаны, и прекрасный завтрак готов. Вот. Ну, на ужин, конечно, не рекомендуют крупы, муку, это углеводы считаются, да? Я сейчас не буду умничать. Я не настолько продвигаюсь еще пока в этом деле, но не рекомендуется на ужин. А кто не на правильном питании, можно и на ужин, мне кажется. Потому что мы на ужин и пирожки печем, и каши едим в основном. Вот. Маме тоже очень понравилась эта лепешка, поэтому я ей тоже сегодня готовлю вот такую лепешечку. Чтобы ей тоже иногда нужно, и чтобы масло было. Потому что, сами знаете, без масла тоже не жизнь. Вот. И я, вы знаете, ей тоже делаю это почти такие же, как у меня на правильном питании. И завтраки такие же. С маслом, с творожным сыром. Ей очень нравится, между прочим. Она говорит, ой, как вкусно, намажу на хлеб ей маслице, творожный сыр. Иногда вот малосоленую рыбку положу. Ну, конечно, ей много соленого нельзя, но это очень редко, так, знаете. Я сама редко ее ем, и ей вот, когда у меня такой вот приятный завтрак, и ей тоже. Ей соленое не рекомендуется, потому что у нее повышенное давление, она и так на мочегонных у меня практически всегда. У нее отекают ноги сильно, поэтому вот так вот. Так, ну все. Лепешечка наша уже готова почти. Пусть еще немножко полежит. Сейчас я вам... Так, ну все. Сейчас с этой стороны зайду, а то мне... Лепешечка наша готова. Видите, какая она красивенькая. Как я сказала, если не хотите, то лука можно не добавлять. Есть же люди, которые не любят лук, да? Ну вот я своим мальчикам лук не добавляю. Они в лепешке не любят его. Вот посмотрите, какая лепешечка получилась. Так, сейчас сметанки положу. Ну вот, мои дорогие, вот такой вот завтрак у нас получился. Очень вкусная лепешечка из кукурузной муки. Попробуйте.
я вам просто вот очень-очень даже советую. Вкусно, не калорийно, хоть на калориях, хоть не на правильном питании, но это очень вкусно. Ну, на этом я небольшой свой влог выпущу. Всех благ вам, друзья, мира и благоденствия. Мяш дахудж.